Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы решили совершить путешествие на гору Куцель-на-Чаву. Она находится в южном регионе Словении. Оттуда открывается невероятный вид. И мы движемся сейчас на машине уже 1,5 часа по южному региону Словении. Сейчас мы проезжаем Айдовщину. Остановились просто выдохнуть, потому что дороги узкие, серпантинные. Наш вестибулярный аппарат просто не выдерживает. Решили остановиться, выйти подышать. И я увидела такое интересное здание в какой-то малюсенькой деревне. И это оказалась школа. Я подошла прочитать, что там написано. И даже ко мне навстречу вышли сотрудницы, очень доброжелательные. Рассказали мне, что это их местная школа. Удивляет, что когда едешь по Словении, даже по маленьким деревням, которые состоят буквально из нескольких домов, все везде ухожено и украшено цветами. Ну что, поедем дальше. Это школа имени Отлица. В войне за Словению от 28 июня 1991 до 1 августа 1991 работало руководство территориальной общины Айдовщина. Продолжим наше путешествие. Пробираемся сквозь падающие деревья. Нет, здесь хорошо ураган прошел, там вообще деревья все вон повалены. Впереди еще перед нами тоже дерево. Ого! Не бойся, там еще полно места. Мы такие первопроходцы между падающими деревьями, а за нами пристроилась полицейская машина. Посмотрите, какой красивый лес. Нас встречает очень приятная хозяйка этого дома. Доехали мы до Планинского дома, до горной хиши Антона Баучерья. И сейчас познакомились с хозяином этого дома, с Бранко. Здесь мы поставим сейчас штамп в нашу горную книжку. И здесь, кстати, можно попить чай или пиво, или съесть какой-нибудь штрудель. Просто на Фейсбуке можно набрать Планинска Коча на Чауну. Высота здесь 1242 метра. Сейчас мы поставим нашу печать. Вот так, посильнее. О, отлично. Light. Нам сюда, Коча на Мале-горе, 15 минут пешком. Мы ограничены во времени. Если бы у нас времени было чуть-чуть побольше, то мы могли пойти вот сюда. Тропа очень каменистая, красивые красные ягоды, но это не рябина, это что-то другое. Вау, ничего себе, как круто. Липавская долина и дальше море Адриатическое. На огромном камне табличка и написанное расстояние до разных населенных пунктов. До Пирана 48 километров. Пиран, морской город. До Капра, короче, до моря буквально 40 километров до Словенского побережья. До Итальянского 31 километр до Триеста. Мы дошли до Малой хижины. Жаль, что здесь не работает сейчас ресторан. 100 метров до Кала. Кал по-словенски это земля.
И написано, в какую сторону, по какому пути можно идти. Мы хотим посмотреть камни. Но камней, указателей на камни я не вижу. Шалаш, прям настоящий шалаш. Напоминает шалаш Ленина. Ничего себе, здесь даже открыто, можно даже заглянуть. Вау, ничего себе. Классно, даже спиртные напитки стоят в открытом доступе. Там в шкафу. Жалко, что она не работает. Очень здесь уютно. Смотрите, какая крутая вешалка. Сделана из дерева. На здании установлены солнечные панели. В какую сторону нам идти? Лена прошла мимо, а вот здесь вот на дереве незаметная табличка, что нужно спуститься вот сюда. Это был неправильный путь. Нужно было идти по этой дороге. Gremo tu, dol je cesta, tle je tabla, Mala Gora. Ne? Ja. Hodeš, ki greš tle, tle je en odsep v gor, tle še 5 minut, prideš gor, prideš tudi na to, do Koče je 10 minut, tu, ne? Получили мы настоящую секретную карту. На следующий раз мы не промахнемся. Но, к сожалению, мы не нашли то, что искали. Решили просто пообедать и поехать домой. Надеюсь, в следующий раз мы обязательно снимем то, что искали. Следите за выпусками, не забывайте подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!